Набліжаецца пераможная дата 65 гадоў з дня вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. І ў праекце «Тэатр беларускага радыё» мы працягваем знаёміць вас, шаноўныя слухачы, з радыёспектаклямі, якія былі пастаўлены ў розныя часы па творах ваеннай тэматыкі. Сёння мы будем слухаць спектакль «Мёртвым не баліць» паводле вядомай аповесці народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкова. Сам аўтар адносна свайго твора згадваў, што аповесць стваралася як успамін. Там найменш выдумкі. Там амаль усё, што тычыцца сюжэта і абставін, дакументальна. Аповесць напісана ў 1965 годзе, і ў ёй быў зададзены такі ўзровень мастацкай праўды, да якога тагачасны чытач і крытыка аказаліся непадрыхтаванымі. Узнікла дыскусія вакол акопнай праўды, у якой яшчэ раз сутыкнуліся супрацьлеглыя погляды на задачы мастацкай літаратуры. Аўтара аповесці папракалі ў знарочыстым згушчэнні фарбаў і нагнятанні трагічнага гучання. Пісьменнік лічыў інакш, цытую: «Гаварыць няпраўду аб вайне не толькі амаральна, але і злачынна, як у адносінах да мільёнаў яе ахвяр, так і ў адносінах да будучыні. Людзі зямлі павінны ведаць, ад якой небяспекі яны пазбавіліся і якой цаной дасталося ім гэтае збавенне». Канец цытаты. Галоўны герой аповесці, малодшы лейтэнант Васілевіч, і праз мірныя гады не можа забыцца пра тое найгоршае, што давялося яму перажыць на вайне. Балючы ўспамін не дае супакою, трывожыць згадкамі і цяжкімі неадназначнымі высновамі. Такім чынам, шаноўныя слухачы, зараз у вашай увазе першая частка радыёспектакля «Мёртвым не баліць» паводле аднайменнай аповесці Васіля Быкова. Запіс 1990 года. Гостиница слухай. Свободных номеров нема. Только по броне. Да, коих так само. Ни к чему не могу допомагчы. Гостиница. На жаль, допомагчы не можем. Чакать не мое солнце, тут шарга на трое суток. Громадяне, куда лезете? Ну, куда лезете? Вы где стояли? Ну, стоял я. Ну, а не Гош, ну как не стоял? Стоял, ну что, я хлусить буду? Где? Покажите, где вы стояли? Дядька, у вас пашпорт есть? Кого? Пашпорт, кажу, у вас есть? Пашпорт? Да это як пашпорт? Пашпорту нема. Ну, если у нас строгий пашпортный режим, мы вас не можем пустить. Вам же русским языком растлумачили. Я зараз яму розтлумачу. Товарищ, А ну, громадянин, трошки да не чапайте, я говорю, тут стоял. Документу у вас нема. Ну на ваш руку товарищи! Да я что, я ж пришел, я просто думал. А вы не думайте, вы виконуєте. Закон треба виконувати. За порушення закону в суд, прокуратуру. Пиши, кажу. Законник. Развелося бредоты. Думаете, ён так себе завихається? А что? Ты так само хочешь без чарги улезти. Хіба не видать? Народ не розуміє. Тільки гляді-ка порушив закон, доводить до Пристосовались, як микробы до антибиотиков. Ни криминальным кодексом, ни дружинниками, ни милицией. Ничем их не возьмешь. Скажите, вось вы провоевали войну. Что, и там гэтак было? Ці, може, там не дуже цацкаліся? Гляди, а законник гэты уже отхопил. Ну, я ж казав. А ну, даведаемся, як там наши справы. Товарищи, знайшлося всього 4 места, атрымалі их так само 4. Безобразие. Все. Мы книгу скаргов потребуем. Хамство так поступать. Просто. Сахно? Проклятый протез. Теперь мне заминает. Теперь мне потребны железные ноги и сталевые кулаки. Я за 1000 километров приехал. Где я ночевать повинен? Скажите, где? Ну, это не моя справа. Ну, чия ж тоді справа? Ну, дзеля чего вы тут сидите? Чули, где я есть справа? Ну, вот логика. Я здичело гляжу у его разлованные очи, и горячая хваля у моим внутри помалу остывая. Я познаю его и не познаю. Черт,
Няўжо я памыляюся? Ён трохі нават з жывоцікам і даволі такі лысаваты. Той Сахно быў з выдатнай страявой выпраўкай і з чорнай жорсткай чупрынай на галаве. У гэтага вочы нахабныя і падпухлыя, мусіць, хворыя ныркі. Рост, мабыць, той жа, толькі гэты таўсцейшы. Але ж мінула 20 гадоў. Старший лейтенант Кротов, угол колонны. Вась, голову колонны. Чую. Я глух. Набить Кротову шию. Певно, за Івановку, а? Так. Это уже усы, ребят. А за что? Ну, проспали ночь с фашистами в одной вёсцы. Так что, не бывает? Убачили их, коли ты уже выходили з вёски. Начальство мусіць мае наконт гэтага іншае меркаванне. Молодший лейтенант Василевич, угол колонны. Яны толькі цяпер здагадаліся. Я ўжо зранку думаю над усёй гэтай справай. Яшчэ на світанні ў вялікую севярынку да камбата прыязджаў штабны афіцэр капітан Сахно, які раздзімуў гэтую гісторыю з начлегам у 6-й роты. А цяпер, вось якіх чвэрць гадзіны назад, паўз калону праскакаў на кані старшына Шашок. Ардынарац, паручэнец, ці як там яго называюць, словам, пісар са штаба. Яшчэ ён запытаў у мяне, дзе камбат, і я махнуў рукой туды, у галаву калоны. Так, відаць, будзе гэтаму Кротова. Василевич, долго тебя чекать? Иду. Ну, як голова? Да ничто. А вуши спеклися, мабуть? Трошки. Пойдешь у тыл в санчасть. Усё ровно с такой головой не вояка. Дык у гроців нікого не застанецца, уж ведаеце. Ведаю. Завтра змена прыйдзе. А пакуль старшина Дорофею пакамандуе. Ось з Кротавымі пойдзеце. Ды яшчэ гэтых 3 палонных супчыкаў прыхопіце. Заодно, каб конвойных не посылать. Дык мне что, роту сдавать? Ці як? Ну, чаму сдавать? Что это у вас? Что ты... Одразу в панику. Роты пакуль не сдавать. Так, пакуль не сдавать. Няма такого загаду сдавать. Дело ясно, что дело темное. Ну, черт с ним. Хай. Ну, ладно. Ну, вы идите. Наберите пленных и идите на промки, а я догоню. Попробую только с разведчиками конь не макнуться. Товарищ капитан, дозвольте идти. Идите. Ну, марш. Без скандали, камарады. Я. Марш, шальцуки проклятые. Лакейская морда. Не знаю. Шнель, фриц. Далее, сняла, камарады. Я. Чуть что с полка, и он уже на задней лапке. Свои думки не мае. Може, не застармают долго. Разберутся и завтра. В роте будете. А мне наплевать. Хай затрымлююсь. Что мне, у тылі горш, чым на перадовой? А я про то, чего яны чапляются. По-дурному. Бдительность. Бдительность. Сказал бы я, что это за бдительность такая. Ему робіць нема чаго таму бабніку, вось он і прычапіўся. Ну, улезли ў вёску, не разгледзелі, не разведали. Дык што ж? Што тут злачыннага? Ніводнага чалавека не згубілі. Хіба лепш, каб у стэпе паўроты абмарозілася. Ці як гэты дурань Сарафьянаў за 2 дні усю роту палажыў. Загадана было атакаваць, і ён атакуе.
покуль 8 чоловік не засталося. Небось його у штаб не тягнуть. Schnell. Ну, schnell, schnell. Schneller, schneller, Kamerade. Er hat auf seine alte Flamme gewartet, bis er ihre schmutzige Scheide gewaschen hat. Ми Ruhig, 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 schneller. пройшли вже Bis далековато. Kamerade. Батальйонна колона без следу и гуку зникла в вечернем степе. Шашка старшині Порушенця чомусь нигде не видать. Ну, ли старшина догонить, это не тяжко. Горш вот что. Треба ночевать. Я, признаться, трохи нервуюсь. Стой! Передыхай. Alter, Товарищ старший лейтенант, тримайте сухар. Хочете, погрузите. Что ним вчора допекло? Навоювався собачий син. Жрать захотілося? На, тримай. Старший лейтенант Кротов розламує сухари і кидає кавалок окулярику полонному. Той спритно ловить його і з задовольненням починає його гризти. Другий, вовковатий німець, стримно стоїть побач, без шапки. Я засовую руку в кишеню. Там є ще один кавалочок сухара. Апошнього з моєї сьогоднішньої норми. Я достаю його і без шкодування притягую через дорогу. Німець секунду марудить, після бере сухар і коротким змахом через плечо шпурляє сухар у кукурузу. Ты гадина. А ну, подбери. Подбери, гнида! was ist los? Вошь ползучая! Сволочь! Прокляття наша! Проз вас я полгода в шпиталі проянчив! Ви батькову хату спалили! Проз вас мене начальство тягає! Наяся хата! Ладно, киньте вы, киньте! Bitte, Bitte. Bitte, Kamerad, bitte. Преч! Преч, гади! Злидні сволочі! Я вас усіх зараз! Ладно, ладно, не треба. Ну, встать, пошли. Alter, gut. Steh auf, Alter. Schnell. Steh auf. Ох ти. Фу, ти, думаю, не догоню вже. Ну як, не поразбегалися, пресі? Не разбегутся. Ну что, не откололось? Обмен на коні не отбывся? Откололася, за партію все падла розбився. Я б тому коню лепш кулю в ухо, чем вам отдавать. Ну, шталь ваша матери, затопчу! Nimm die Gruppe hinein. А, полохливцы, а ну заступай дорогу русскому воину! А ну кончай! Сперва возьми в полон, а потом будешь конем топтать. А вам что, шкода? Не шкода, видно. А что, значит, защищаете? Иди ты! Немца защищаете? Иди, сказал! Хочешь дело пришить? Не боюсь я вас. Ладно. Ладно, поглядим. Ладно. А ну, стой. Кто такие? Сувязисты мы. Там у кукурузі немці. А ледве не напоролись. Иди ты, хлопец, ведаешь куды. Откуда им тут узяться? Вон где немцы, под Кировоградом. Ну, конечно, я ж тут ехал, и никого не было. Сапраўды, откуль тут узяться немцам? Уже амаль что у глубоком теле полка. Ну? Батальоны далеко наперед. Ты что, так уже давно зауважили и приняли какие меры? Конечно. Танк, кажем, танк, стоит кукурузой обкладений. Тигр. Танк? Танк. Тигр? Ага, мусить тигр, дуже великий. Знаешь, боец, был бы ты в моей роте, я б тебе показал тигра. И он бы тебе пасля котянем сдался. Пошли, Васильевич.
А вы тягните сувязь, куды загадана. И без паники, кап, ясно? Вам зразумела? Ну все. Младшой, это... Ну, веди их прямо, а я подскочу в батальон. Я забыл дело там одно. Ну что ж, подскокивай. Мне что? Наклав уже. Ну и черт з ним. Без его легчей. Stopp! Walter! Halt, zurück! Zurück, Walter! Стой! Стой! Стой, кажу! Ах ты! Stopp, Walter! Секунду я не цямлю, в чым справа. Збянтэжаны позірк мой скіроўваецца за Кротавым, і тады бачу я, як адзін з нашых палонных немцаў ашалела бяжыць у кукурузу. Стой назад! Другі немец спалохана кідаецца ў другі бок, але я некалькі разоў скокнуўшы даганяю яго. Назад! Палонны паспешліва паднімаецца на калені і хутка паўзе між сцебляў кукурузы. Halt! Halt! Hände hoch! Hände hoch! Das Schweine! Halt! 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 Не. Не, сволочи! Что же это? Як же это? Чому так? Передо мной лежит немец. Я только теперь познаю, что это той окулярик у мундирчику. Однако окуляра у его уже нема. Я ускакиваю на ноги. Вот. Все. И целая хотя кость. Коли подломится, тогда все пропало. Ну, встань. Дякую Богу, не подломывается. Только душа болит, холера пече. Боль мы як-небудь стрываем. Я подхопливаюсь, штурхаю немца автоматом. Ja, kommt. Ja. И мы, прыгнувшись, зашиваемся у вялизным простягу кукурузы. Ось і прийшли, діду. Вічний огонь. А ён які огонь? Сапраўдны? Самы сапраўдны. Гэта ад газа огонь. Як на кухні у Кузьмічовых. Ага. Вялікі, так? Вялікі. Толькі вянкамі заклалі, не відаць. А вянкоў там много? Много. На Мазаўскі самазвал не ўлезуць. Самазвал ён як студебекер, так? Што? А што гэта? Много вянкоў. Пэўна, на поўны студар з вярхом. Дзякуй, братка. Хотя, навошта дзякаваць? Жорстко помеченные войной мы и так выдатно разумеем один одного. Мы побратимы одного лёсу. И мне робится добр тут, в этом тесном строи, на этом стихийном митингу без криков. Стараючись не ступать в лужи на асфальте, подыхожу до газированных автоматов. Для крайнего автомата, заслоняючи один одного, нечто шальмует двое. Уж они молодые, по взросте фронтовики. Что кульгаешь? А? На войне? На войне. Ну, а газировку пьешь, ты не заробил. Траханула, дя.
На другим украинским. Сусед. А я с першого. А это з Леноградского. Давай, а? За тих, хто хоче, а не може. Я не пью. Як это не пьешь? Тогда ты не фронтовик, ты чыгуночник. Давай, друг, давай. За русских Иванов. Давайте. А не что? Справился. Оказал, не пью. Вы каким званием? Я. Ну, я думаю, ж не я. Молодший лейтенант. Зразумела. Ванька взводный. Правда, и ротным был. Я так само до Берлина вырос у дивизина. У дивизина, кажется. Занадто высоко. Высоко? Думаешь, до дивизина не добрал? А ты полечи. Один комплект роты, 200 человек. Это, глядячи, якої роти, а? Якой? Штрафной, ведомо. Штрафной? Ну и вот. 200 помножь на 12. 12 разов формировались. 12 разов? Ну, не лічачи частковых пополнений. Дивизия. Шклянки у вас вольные? Занятые. Пьяницы проклятые. Сыч, тетка, у нас поминки. А вот покличу дружинников, тады помяните. У противорезник вас, алкоголь. Что? Дружинников? Кузьмич. Клич. Кузьмич. Клич дружинников. Спокойно, спокойно, Кузьмич. Ну, спокойно, ну. Что спокойно? Идите вы. Не треба, ну, Кузьмич. Давай ему пляшку. Кузьмич, ну. Что глядишь? Ну, спокойно. Ну. Осуждаешь? Кузьмич. Как? Осуждаешь? Тихо, Ты Кузьмич. чыгуночник. Ладно, бывайте здоровы. Дякую. Нема за что. Ты не крылдуй. Ведаешь, Кузьмич, он добрый. Ну. Чыгуночник. Не хутка. Яшчэ мы выбираемся праз кукурузу у чистое поле с пораскиданными там-сям подолями. Полонный немец бредет сзаду, натыкаючыся на кукурузныя бадылі. Без акуляраў ён, напэўна, зусім зрабіўся сляпы. Часом чапляется за их ботом, падает. Шнеллер, Шнеллер. Я. Шнеллер. Як же гэта сталося? Як же гэта мы влезли в такую пастку? Як далі заманить себе в засаду? Бедный Кротов. Мне то шкода його-то, опановує на його злость. Зрештою, я маю собі комбата, старшину Шашка. Але що тепер зробиш? Танки. Откуда они взялись? Тут. И что мне, подстреленному, обидали? Ведомо, треба, як хутчэй доложить начальству. Треба прымаць нейкія захады. Нельга допустить, каб у тылах батальонов были танки. Это разгром и погибель. Эй, стой! Стой! Там танки у кукурузе. Что? Танки.
Немецкие танки, разумеете? Где командир? Давайте командиру. Что? Здорово чухнуло. Откуль тут утыли танки? Может, у тебя контузия? Какая контузия? Да пошли вы к черту. Танки. Разумеете, немецкие танки у кукурузы. А ну покажи голову. Да не голова, ты его ногу перевяжи. Ногу поранила. Ногу? Ну что, не веришь? Ой. Ну, давай. Снимай. Твою ж мать! Разумела. Постой. А это кто? Ты немец. Что? Не бойся, не укусится, полонный. Ну, давай на подвод. Немец! А ну подмахни, как глядишь, Гитлер! Идите вы, я сам. Ось сюди сідай, браток. Куточок. Будь ласка. Давай перевяжу. Потерпи трошечки ще зараз. Ось. Повезло. Я шип міліметр і кость пополам. Давайте ж худшей. Немца посади. Няма куди. Хай бяжить, протрасеться. И протросся уже опошни, другого ухлопали. И Кротова. Кротова? А что Кротов? Забили, гады. Кротова? Командира роты? Почекай, а ты не брешешь, младшой? Только мне и не хапало брахать с вами гони у полк. Танки вунь за километр, ты разумеешь себе? А ты не кричи! Командир мне знайшовся! А ну погоняй! Да! Ну, твою мать! Котя, миленький мой. Потерпи, душечки. Ну, зараз. Худшей, немчура проклятая, доганяйся, худшей! Не была б моя власть, я б его бегом прогнала до Берлина и назад. На Колыму б его собаку за наши муки. Хай бы померз, покутывал, как русский народ покутал. Погоняй! Потерпи, миленький мой, потерпи трошечки. Ну, лево. Лево, еще левей, давай. Да куды ты даешь? Куды даешь, собачий сын? Где у тебя вотче? Стой! Где вотче тебе пытаюся? Товарищ капитан! Товарищ капитан! Вперед и право руля. Еще право. Капитан, пустые танки, кому доложить? Товарищ капитан, там право, немецкие танки. Право. Так. Что, танки? Танки, много? знаете, много. Ну, давай, пройшов! За танки немецкие, вы чуете? Вы стурнуть будете вам, да ты давай. Что вы на меня кричите? Я что, знищальный батальон? Идите в артполк и докладывайте. У меня другий загад. Мне разгрузиться треба. Якая к чорту разгрузка? Вас яны урежуть, будет ады разгрузка и погрузка. Товарищ капитан. А ты ну яго, младшой, едем далей. На, холера! Гляди, младшой, Виллис. А там, где Виллис, там заўсёды начальство. Так, побудь, я сбегаю и доложу. Вось младший лейтенант наткнулся, а командира роты забили. Вы где бачили танки? У стебе, товарищ подполковник, километры прострі отсюль. Штук с 20 стоят стволами сюды. Вы думаете, это немецкие? Немецкие. Нас обстреляли. Командира роты забили, и мы вот ледве утекли с полонным. Так, добро. Можете ехать. А куды полонного сдать? Полонного у Ивановку. Есть. Сборный пункт в Ивановце. Так тут все поранены.
Возьмите вы немца. Не, отправляйтесь в Ивановку. Поведомите там про танки. Скажете, подполковник Стах послал. Товарищ подполковник, треба змываться, ну к дьяблу гэтые танки. О! Тыловики проклятые. Смываться. Концентрату объелись, а не пробьешь. Хоть караул крыши. Погоняй! Погоняй! Стой! Стой! Кто такие? Чья повозка? Да пораненые, не бачите хіба. З батальйона Шароніна. Товарищ командир, треба як передать у штаб, у разведотдел комдиву. У степи недалеко танки. Немецкая засада. Злезьте усім. Ты вы что? Тяжко пораненые. Санинструктор, ко мне. Прошу документы. И вы так само. Пожалуйста. А там кто? Это немец. Мы его на сборный пункт ведем, у Ивановку. Где вы бачили танки? У кукурузе на поле, праз километр 3 отсюда. И кому вы об гэтым доложили? Да тут доложишь. Тут у вас усе як пыльным мехом оглушенные. 2 человекам докладывали капитану и 1 подполковнику. Дык вось, зарубите себе на носу. Больше каб ни слова, зразумели? А то панику мне развели, як у 41-м. Я вам покажу танки. При чым тут паника? Мы докладываем, мы что, на всю улицу кричим, ці что? Да тут у вас хоть голоси, никого не пройме. Вы поняли, молодший лейтенант? А теперь марш отсюда. А полонного? Возьмите у нас полонного, у меня нога. Я не конвоир. Ну и черт с ним. Поехали! О! Про раненых треба подумать, а то загнуться чего доброго. Люба, братцы, с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба. А ну, встать! Кто старший? Отставить. Навставалися уже. Теперь все, кропка амба. Кто старший, пытаюсь? Не, старшина был, да увесь вышел до начальства. Хоть я буду. Так, обойдемся. А ну, злазь. Тут тяжелый положим. А ну. Злазь, только подсунься, кажу, ну. Ты рыжий. Да ничего, Где санитар? я контуженный. Где санитар, пытаюсь? Санитары, Эй, санитары! давай, тяжелых унести, живо. Осторожно, я... Братух, отсунься трохи, а? Ну, отсунься. Вот так, вот сюда. Тише ты! Голову осторожно. Хоть навнички. О, Гансик. Братва, Гансик, ей-богу. Ай, цвай, баттерфляй. Ком. Зараз же кокнуть. Кокнуть к чертовой матери. А ну, спокойно. Это полон. Ну, конечно, спокойно. На что спешаться поспеем. И он же сознательный. Гитлер капут? Кого? Гитлер капут? Ось, бачите, і он добрий. Знайшов вчора нашу листовку і перевиховався. Люблю перевихованих гансічків. Трофейчики всі випотрошимо. Кур нема? Nein. Ну, конечно. У кармане вождь нарка. Не, я так думаю. Який сенс немцу воевать з нами? Ну що користі? Ворветься калі в траншею. Що він там знойде? Хвігу? Ну хіба ночу брудную на брустверы. А у іх колькі барахла рознага застаецца. Не, я дык калі загад уперот лячу, як скажи, а что? Спадзеешься на трофейчики? Схопишь?
а у их вошей богато, холера. Браток, скрути, потягнуть. У не кишені там, браток. Папера так само там. Зараз, коли ласка. Это моё. Покуль руки целые. Откуль будешь, землячок? Воронежский я. О, так мы с тобой земляки. Что Воронеж, что Ростов, одна Россия. На, потягни полегче. Пехота. Пехота. Иди сюда. Иди сюда. Папа. Нельзя трясаться. Бензобак. Першая болванка попала в бензобак. Слухай, спини свою треньку. Хай грає, може боль трохи заглушить. Попала в бензобак. Вылез я из танка. Сам не знаю. Что ты бельмы вылупил, Фриц? Не подобается. Хіба лепей можешь? Что ты на угол можешь? Фрицевская морда. Немножко. Немножко. А ну, давай, изобрази-ка. Ну, поглядим, что ты можешь. Фриц? Это Фриц? Чему вы его не забьете? Забейте Фрица! Ладно, тихо. Играй. Я его сам. А вы пошикайте, хлопцы. Синенький скромний платочек падал с опущенных плеч. Ты говорила, что не забыла, это платочек сберешь. Ты говорила, что не забыла, этот платочек сберешь. Здорово, шельма. Ничего не скажешь. Добро шпарить, а? О, Фриц. Ты кто? Фашист? За Гитлера? Nein, Faschist, nein. Hitler kaputt. Hitler есть плохо. Ох, это я разумею. Что, сам сдался? Was? Ну, сам, плен сам. Ja. Сам. Правильно. Одобряю. А ну дай 5. Was ist das? 5 дай, кажи. Слухай, а ну давай, изобрази еще, а? Вот тут. На позицию девушка... Ja, огонек, ja? Точно. На позицию девушка побежала бойся. Темной ночью простилась я у родного крыльца. И когда за туманами виден был паренек, на окошке, на девичьем, все горел огонек. Я подсвядомо імкнуся у суладную млявость забыцця, где нічога і сон, але нешта мацней за мяне, за стому вырывае мяне солодкой отсутности, и я прочинаюсь. Сквозь сонлявую неўцямнасць прорывается одна фраза, якая адразу вяртае мяне да явы. Младшой, младшой, твоего немца забирают. Немца, якого немца? Так, это ж я ў санчасці. Я ўскідываю цяжкую галаву. Насупраць мяне ў хаце усе у тым жа акружэнні. З гітарай мой немец,
і абапал яго двое. Адзін у шинелі, другі у паўшубку. А гэта Шашок і Сахно. Вы куды? Куды вы, гэта палонны? Младшой, не давай. Хай сами в полон возьмут. А ну замолчать. Вас не пытаюсь, товарищ сержант. Василевич, пройдемся с нами. Куды ён пойдзе? У яго ж нага. Мяне нога раненая. А ну, век. Ось тобі і наіграв. Треба б сидіти, дисопічить ведірки. Отведусь і шльопнуть. Факт шльопнуть. А хто гэта? Хто яны? Ну, повернися живо. Тримай. А ну, ну погляди в ботинках. Кишень обшарил. Пусто, все обчистили. Да ладно, черт с ним. Ну, стервятники. Чия б коровка мычала, твоя б мовчала. Сам такі. Я такі. Я не такі. Я кроў проліваў, калі што я крывёй плачу. Ладно, табе ўжо наплаціўся. Ты мяне не чапай, рыжая, а то я укушу, я злы і кантужаны. Гапуга ты. Рыжая. Отстань. Гапуга. Вы что, совсем не можете? И встать не можете? Не, чему ж? А ты встаньте. Зброю брать? Не треба. А ну, пройдем туди. За перегородку. Сюда, сюда. Ага. Старшина. Старшина, давай світло. Ай, момент. Давно тут? З вечора. А ногу тебе поранила? У степі, де на танки напоролися. Ну, я же старшина, ведаю. А где Кротов? Кротов забитый. А двое полонных? Утекли, напевно. Хоч один так само забитый, застався у кукурузе. Забитый? Забитый, факт. Кем забитый? Ну, ким? Немцы и кем же еще? Старшина Шашок, записывай. Значит, полонный немец забитый немцами. Так? И Кротов так само забитый немцами. Ведом. А ну, расскажи подробней. Что рассказывать? Ну, мы старшина с нами ехал. А пасля он повернул, а мы и наскочили. Так. Цікаво. Шашок, ты записывай. Пишу. А чему вы не побегли за Кротовым? А я и побег. Як только черга з автомата, я и побег. Не за им, правда, за немцем. А что было ранее? Черга з автомата чи побег? Ранее черга з автомата. Черга, так? А вы ж только что сказали, что Кротов кинувся бегчы яшчэ да чаргі? Гэта все амаль разом. Немец кинулся ў бок, Кротов за ім. Тут черга з автомата. Значит, все же ранее Кротов побег за немцем. Так и запишем. Что яны мяне ловяць? Что ему трэба, гэтаму чалавеку? Что им до мертвого Кротова? Ось гэта и трэба было доказать. Что? Это самое. А теперь подпиши, младшой. Не буду подписывать. Як ты не будешь? Ну, не буду, и все. Это же му. А что вы чапляетесь до Кротова? Что я вам зрабіў? Не притворайтесь. Вы выдатно ведаете, что он зрабіў. Чого ён не зрабіў? Ён забіты. Ах, забиты. Ну, тады наракайте на себе. Зразумела? А ну, подписывайте. Сказал, не буду. Пошкодуешь. Ты поздно будешь. Ну, добро. Мы еще вернемся. Мы еще траханем тебе. Понял? Что причепились до младшого? Кротов забитый. А ты бачила?
бачила. Коли б не бачила, не говорила б. Проверим. Ой, иди ты своим ліхтаром. Что слепишь? Проверим. Вынь фрица лепей провер, коли такий проверальщик спритний. Не ваша справа. Треба буде. Проверим, кого треба. Ты что? Что это? Да не бойся, дуреха. Это ж трусяняты, ну. Кролики по-русски. Ты что? Где ты их взял? Так там, это, у сянях, у норах яны. Ой, ну да давай, обдери. Да кто на? Заправду рады были бульбі, раптом трусятина. Ну давай, живее, обдери. Да вон, Фриц хай. Нема чого дармоєдничать. Фриц! Ah? Ah ja. О, на. Oh, Fräulein. Fräulein, gut. Ich ist der Leid. Bistro. Сейчас, Fräulein. Набил на людях руку. Ну ладно, хай. Давай, делай арбайт, Ганс, давай. Давай, нехай попескається, а що? На, Ганс, тримай фінку. Ah, dankeschön. Ein Moment, Fräulein, ein Moment. Bistro. О, правильно, Гансик, покажи класс. Ну, одразу видать, спец. Гляди ты, молодец. И тут майстер. Рукастый. Да работяга, бо не то, что вы. О, гляди, якую мне люльку подарил, а? Ein Moment, Fräulein, ein Moment. Das ist Karoshi-Braten. Das ist жаркое, ja? Жаркое. Oh, жаркое. Ну? Ah, das ist richtig, жаркое. Гляди, разумею. Что ж ты думал? Ті мало нашого добра пересмажили за 3 годы. Да годі, не бурчи. І он добрий. А, сеяны добрые. Ось налетять под ранок. Дык одни головешки застанутся. Доктор тут ёсць? Доктора няма. Ён аперыруе. А што табе? Выбрацца з гэтага свінушніка, колькі можна чакаць. Сказалі ў ранні. Ды што значыць у ранні? Што значыць у ранні? Майора дык адвячоркам адвезлі. Майора повезли у авиационный шпиталь, и он летчик. Летчик? А я так само летчик. Вы что, не бачите? Я горел. Зараз же отправляйте Ладно, ну патрымай трохі, патрымай. Вось зараз трусяціны наварым. А ну, Гитлер, поворушивайся мне живей. Gut, Fräulein, einen Moment. Привет. Здорово. О! И Фрицы тут. Guten Abend, Fritz. Guten Abend, Herr Offizier. Guten Abend. Вольно. Стрелков. Ой, Юрка. Васильевич? Я сам, Юрка, давай сюда. Ленька! Ленька, ты живий? Во, бачиш, а ти як? Як ты обвязан, да не познать. Голова вся обмотана. Да ерунда, бинтом Ух накрутили. А в тебе что, рука? Ты разумеешь, подлетел ненароком. Легко. Да драпина, вось только стрелять заминає так. Ну, але ведаешь, мы адыграліся. Ох, ужо адыграліся, каб ты только ведаў. Зрабілі побоище, не горш за лядовой. Ты сядай, Юрка, Да, на солому, вот сюда, Да я ж только со степу, годину назад. Отже, мы их ущучили. Да так спрытно, без стрелу, без гуку подпустили на 50 метров. Комбат у гэты раз, ну просто молодчина. Не, постой. Ты дело. У кого ты служишь? Да разумеешь, за 10 хвилин мы зрабілі з іх мясокомбинат. Ураз, як ударили, з усяе зброї.
О, ты поглядел, что там рабилось. Так, ну... Целую колонну, человек 300 з артиллерией. Ну ты разумеешь ці не, Лёня? Разумею, Юрка. Ой. Давай сперша подмасуемся. Эй, ты, Ганс, а ну подай котелочек. На двух. Что? Bitte. Что, мясо? Fleisch. Ось гэта да. Fleisch, bitte. Ну, раз так, то... О! Трымай фляжку. Шнапс? Ну, нешта ў гэтым родзе. Так, трэба пробу зняць. А калі атручана? Ідзі ты. Так, Якая ще проба. Ну, як? Люкс! А ну давай тару. Младшой, для службы тебе благодарность. Служу советскому народу, старшине и памкобзводу. Разумеешь, Лёня, я сам спорожнил 6 стужек. Максим, як самовар распалился. 15 хвилин, и на снезе 300 трупов. Юра, ты стой. Гэта дзе было? Ці не каля Алексеевки? Ага, неподалеку. Видать, прорывались на заход, до своих. Пехота? Пехота, ага, и артиллерия. А танки? Что? Танки. Не, танков не было. Пехота. Глядим, идут до кукурузы. Растягнулись, як кишка. Ну, комбат поклал нас усіх замри. Так удало подпустили. На меня наградны написали. Просто у поле. Найчинную. Другой ступени. Сапраўды, гэта адыходзіла пехота. А дзе ж танкі? Значыць, танкі засталіся? Яны на прыкрыццё. Пехота, вядома, выйшла раней, а танкі... Танкі, выходзіць, нацэліліся на нас. Ну, будьмо здоровы. Будьмо. Как кушай, дырки загойвались. Катюша, не отмовляться, ну, потрошки за разведчиков. За пехоту матушку. Хлопцы, а Фрицу? Фрицу налили? А як же? Санс, давай. Ну, Тримай. Поехали, ребята, за перемогу. Давай. Петла капут. Давай. Разумею. А ну, сестричка, сідай тут для стіни. Ну, Ганс, Том, ты за кого? Ну скажи, кого все чули? Entschuldigen Sie, ich verstehe nicht. Не, ну, кто ты? Буржуй, Oh, рабочий ты, wunderbar, фашист. ja, ich verstehe. Meine Herrschaften, ich bin Deutschlehrer, verstehen Sie? Слухай, Фриц, а у тебя дети, Тиёстика? Was? Ну, дети, понимаешь? Ah. Ну, малые такие. Verstehe. Kinder, ja. Zwei Kinder. Minute. Два дети. И у меня двое так само. Брешешь, гад! Сволота ты, я тебе зараз... Стой! Ты что? Спокойно. Давай пушку, вояка. Ну, что, это самое, детей сиротить. Ах, детей, я он их детей. А моих кто шкодовать будет? Что ты усхопился, я Гитлер. Ты же русский. Чего ж ты, как бандюга, за пушку хапаешься? Я уже полонный. Не дрейф, Гансик, не дрейф. Давай, твори долей. Gut. Ich bin kein Nazi, verstehen? Ich bin Landlehrer. Не верю я ему. Ну чаму? Бываюць і сярод іх людзі, ну калі там рабочыя ці настаўнікі. Гад ён, а не наставник. Это что такое? Землячок. А ты что махлюешь? Ось тебе. И на. И он же... Ты... Харе. И 100 граммов не допил. Дивак. Что такое, а?
Бомбежка? Вось, дочакалися. Теперь расхлебывай. Хто апошні ў буфет? І тут я бачу яго. Нейкі час нібы змерцвеўшы, я моўчкі гляжу на яго. Сахно. Далі Бог Сахно. Яго бровы ўздрыгваюць. Пазнаў гад. Але вочы адразу спакайнеюць. Не удалося? Что? А в гостинице? Не удалось. Проклятье, поесть и не добьешься. Вы вечерали? Не. Так, может, подъедем в ресторан тут насобрать? Ну, составите компанию? Вы Сахно? Что? А, не Сахно. А чему вы пытаетесь? На нейкага подобных, а? Подобный. Бывает. Ты кто? Фашист? За Гитлера? Nein, Faschist, nein. Hitler kaputt. Hitler есть плохо. О, это я разумею. Что, сам сдался? Was heißt? Ну, сам, плен сам. Ja. Сам. Правильно. Одобряю. А ну дай 5. Was ist das? 5 дай. Wunderschön. Слухай, а ну давай, изобрази еще, а? Воды. Вот где тут. На позицию девушка. Ja. Огонек, ja? Точно. Gut, wunderbar. На позицию девушка, побежала бойца. Темной ночью простилась я у родного крыльца. И когда за туманами виден был паренек, на кошка, на девушка, на девичья, я все горел огонек. Я подсвядома імкнуўся у суладную млявасць забыцця, дзе нічога і сон, але нешта мацней за мяне, за стому вырывае мяне салодкай адсутнасці, і я прачынаюсь. Скрозь санлявую няўцямнасць прорываецца адна фраза, якая адразу вяртае мяне да явы. Галашой, твоего немца забирают. Немца, якого немца? Так, гэта ж я ў санчасці. Я ўскідваю цяжкую галаву. Насупраць мяне ў хаце усе у тым жа акружэнні. З гітарай мой немец, і абапал яго двое. Адзін у шинелі, другі у паўшубку. А, гэта Шашок і Сахно. Вы куды? Куды вы, гэта палонны? Младшой, не давай.
Ай сами в полон возьмут. А ну замолчать. Вас не пытаюсь, товарищ сержант. Василевич, пройдемся с нами. Куды ён пойдзе? У яго ж нага. Мне вон нога ранена. А ну, бак. Ось тобі й наіграв. Треба всядеть до сопічить ведірки. Отведусь и шлепнуть. Факт шлепнуть. А хто гэта? Хто яны? А ну повернися живо. Трымай. Ну погляди в ботинках. Кишень обшарил. Пусто, все обчистили. Да ладно, черт с ним. Ну, стервятники. Чия б коровка мычала, а твоя б мовчала. Сам такі. Я такі. Я не такі. Я кроў проліваў, калі што я крывёй плачу. Ладно тебе ўжо. Наплаціўся. Ты мяне не чапай, рыжая, а то я укушу, я злы і кантужаны. Апуга ты. Рыжая. Отстань. Апуга. Вы что, совсем не можете? И встать не можете? Не, чему ж? А ты встаньте. Зброю брать? Не треба. А ну, пройдем туды. За перегородку. Сюда, сюда, сюда. Ага. Отошла. Старшина, давай светло. Ай, момент. Давно тут? С вечера. А ногу тебе поранила? В степе, где на танки напоролись. Ну, я же старшина, ведаю. А где Кротов? Кротов забитый. А двое полонных? Утекли, напевно. Хоть один так само забитый, застався у кукурузе. Забитый? Забитый, факт. Кем забитый? Ну, кем? Немцами, кем же еще? Старшина шашок записывай. Значит, полонный немец забитый немцами. Так? И Кротов так само забитый немцами. Ведом. А ну, расскажи подробней. Что рассказывать? Ну, он старшина с нами ехал. А после он повернул, а мы и наскочили. Так. Цікаво. Шишок, ты записывай. Пишу. А чему вы не побегли за Кротовым? А я и побег. Як только черга з автомата, я и побег. Не за ним, правда, за немцем. А что было ранее? Черга з автомата чи побег? Ранее черга з автомата. Черга, так? А вы ж только что сказали, что Кротов кинувся бегчы яшчэ да чаргі? Да гэта все амаль разом. Немец кинулся в бок, Кротов за им. Тут черга з автомата. Значит, что же раней Кротов побег за немцем. Так и запишем. Что яны мяне ловіць? Что ему трэба, гэтаму чалавеку? Что им до мертвого Кротова? Ось гэта и трэба было доказать. Что? Это самое. А теперь подпиши младшой. Не буду подписывать. Як ты не будешь? Ну, не буду, и все. Это чему? А что вы чапляетесь до Кротова? Что я вам зрабіў? Не притворайтеся. Вы выдатно ведаете, что он зрабіў. Чого ён не зрабіў? Ён забіты. Ах, забиты. Ну, тады наракайте на себе. Зразумела? А ну, подписывайте. Сказал, не буду. Пошкодуешь, и поздно будет. Ну, добро. Мы еще вернемся. Мы еще траханем тебе. Понял? А что причепились до Балачуга? Кротов забитый. А ты бачила? Бачила. Коли б не бачила, не говорила б. Проверь. Ой, иди ты своим лихтором. Что слепишь? Проверим. Вынь фрыца лепей провер, коли таки проверальщик. Спрытный. Не ваша справа.
Треба буде. Провіримо, кого треба. Ты что? Что это? Да не бойся, дурник, это ж трусяняты, ну, кролики по-русски. Ты что? Где ты их взял? Так там, это, у сянёк, у норах яны. Ой, ну да давай, обдяри. Дык то на. Сапраўды рады былі бульбі, раптам трусятіна. Ну давай, жывей, Да обдяри. ой, Фриц хай, нема чаго дармаеднічаць. Фриц! О, на. Oh, Fräulein. Fräulein, gut. Ich ist Delight. Bistro. Сейчас, Fräulein. Набил на людях руку. Ладно, хай. Давай, делай арбайт, Ганс, давай. Нехай попескається, а що? На, Ганс, тримай фінку. Dankeschön. Ein Moment, Fräulein, ein Moment. Bistro. О, правильно, Гансик, покажи класс. Ну, одразу видать, спец. Гляди ты, молодец. И тут майстер. Рукастый. Да работяга, бо не то, что вы. О, гляди, якую мне люльку подарил, а? Ein Moment, Fräulein, ein Moment. Das ist Karoshi-Braten. Das ist Жаркое, ja? Жаркое. О, жаркое. А, das ist жаркое. Гляди, разумею. Что ж ты думал? Ті мало нашого добра пересмажили за 3 годы. Да годі, не бурчи. Он добрый. А, сеяны добрые. Ось налетять под ранок. Дык одни головешки застанутся. Доктор тут ёсць? Доктора няма. Ён аперыруе. А што табе? Выбрацца з гэтага свінушніка колькі можна чакаць. Сказалі ўранні. Ды што значыць уранні? Што значыць уранні? Майора дык адвячоркам адвезлі. Майора повезли в авиационный шпиталь, и он летчик. Летчик? А я так само летчик. Вы что, не бачите? Я горел. Зараз же отправляйте Ладно, ну потрымай трохи, потрымай. Вось зараз трусятіны наварым. А ну, Гитлер, поворушвайся мне живей. Gut, Fräulein, einen Moment. Привет. О! И Фрицы тут. Guten Abend, Fritz. Guten Abend, Herr Offizier. Guten Abend. Вольно. Стрелков. Юрка. Василевич? Я сам, Юрка, давай сюда. Лёнька, ты живый? Ты, во, бачиш, а ты як? Як ты обвязаны, да не познать. Голова вся обмотана. Да ерунда, бинтом Ух ты. накрутили. А в тебе что, рука? Ты разумеешь, подлетел ненароком. Легко. Да драпина, вось только стрелять заминая так. Ну, але ведаешь, мы адыграліся. Ох, ужо адыграліся, каб ты только ведаў. Зрабілі побоище, не горш за лядовае. Ты сядай, Юрка, Ну, эй! за солому, вот сюда, Да сядай. я ж толькі са стэпу, гадзіну назад. Отже, мы іх ушчучили. Да так спрытно, без стрелу, без гуку подпустили на 50 метров. Комбату гэты раз, ну просто молодчина. Не, постой. Ты дело. У кого ты служишь? Да разумеешь, за 10 хвилин мы зрабілі з іх мясокомбинат. Ураз, як ударили, з усяе зброі. О, ты поглядел, что там рабілася. Так, ну. Целую колонну, человек 300 з артиллерией.
Ну ты розумієш чи ні, Льоня? Розумію, Юрка. Ой. Давай сперша подмасуемся. Эй, ты, Ганс, а ну подай котелочек на двух. Что? Bitte. Что, мясо? Fleisch. Ось гэта да. Fleisch, bitte. Ну, раз так, то... О! Трымай фляжку. Шнапс? Ну, нешта ў гэтым родзе. Так, трэба пробу зняць. А калі атручана? Так, якая ще проба. Ну, як? Люкс! А ну давай дару. Лапшо я для службы тебе благодарность. Служу советскому народу, старшине и памкобзводу. Разумеешь, Лёня, я сам спорожнил 6 тужек. Максим, як самовар распалился. 15 хвилин, и на снезе 300 трупов. Юра, ты стой. Гэта где было? Ці не каля Алексеевки? Ага, неподалеку. Видать, прорывались на заход, до своих. Пехота? Пехота, ага, и артиллерия. А танки? Что? Танки. Не, танков не было. Пехота. Глядим, идут до кукурузы. Растягнулись, як кишка. Ну, комбат поклал нас усіх «Замри!» Так удало подпустили. На меня наградные написали. Просто у поле. Найчинную. Другой ступени. Сапраўды, гэта адыходзіла пехота. А дзе ж танкі? Значыць, танкі засталіся? Яны на прыкрыццё. Пехота, вядома, выйшла раней, а танкі... Танкі, выходзіць, нацэліліся на нас. Ну, будьмо здоровы. Будьмо. Как кушей дырки загойвались. Катюша, не отбавляться, ну, эти трошки за разведчиков. За прохоту матушку. Хлопцы, а фрицу? Фрицу налили? А як же? Ганс, давай. Ну, тримай. Поехали, ребята, за перемогу. Давай. Гетла капут. Давай. Разумею. А ну, сестричка, сідай тут від стіни. Ганс, Ja? Ком, Ja. ты за кого? Ну скажи, кому тебя чули? Entschuldigen Sie, ich verstehe nie. Не, ну, кто ты? Буржуй, Ah, рабочий ты, Wunderbar, фашист. ja, ich verstehe. Meine Herrschaften, ich bin Deutschlehrer, verstehen Sie? Слухай, Фриц, а у тебя дети, чаёстика? Was? Ну, дети, понимаешь? Ah. Ну, малые такие. Verstehe. Kinder, ja. Zwei Kinder. Minute. Два дети. И у меня двое так само. Брешешь, гад. Сволота ты, я тебе зараз... Ты что? Спокойно. Давай пушку, вояка. Ну, что, это самое, детей сиротить. Детей, ягоных детей. А моих хто шкодовать будет? Что ты усхопился, я Гитлер. Ты же русский. Чего ж ты, как бандюга, за пушку хапаешься? Я уже полонный. Не дрейф, Гансик, не дрейф. Давай, трави далей. Gut. Ich bin kein Nazi, verstehen? Ich bin Landlehrer. Ich bin Landlehrer. Не верю я ему. Ну чаму? Бываюць і сярод іх людзі, ну калі там рабочыя ці настаўнікі. Гад ён, а не наставник. Это что такое? Землячок. А ты что махлюешь? Ось тебе. На. Ён же... Ты... Холера. И 100 граммов не допил. Дивак. А что такое, а? Бомбежка? Ось. Дочакалися.
Теперь расхлебывай. Хто апошні ў буфет? І тут я бачу яго. Нейкі час нібы змяртвеўшы, я моўчкі гляжу на яго. Сахно. Далі Бог Сахно. Яго бровы ўздрыгваюць. Пазнаў гад. Але вочы адразу спакайнеюць. Не удалося? Что? А в гостинице? Не удалось. Проклятье, поесть и не добьешься. Вы вечерали? Не. Так может, подъедем в ресторан тут насупроть? Ну, составите компанию? Вы Сахно? Что? Не Сахно. А чему вы пытаетесь? На нейкага подобных, а? Подобны. Бывает. Калі не Сахно, дык гэта жахліва. Я ж мог яго пакалечыць. А калі ўсё ж ён? Няўжо я і цяпер застануся ў дурнях, як 20 гадоў назад? Ведаеце, а я прыняў вас за другога, за аднаго свалачнога чалавека з вайны яшчэ. Мусіць, якога здрадніка? Не, ён не падобны на здрадніка. Трус? І не трус. Дзе гэта было трэба, ён нават быў храбры. І іншым баяцца не даваў. Строгі, значыць? Строгі? Не тое слово. Хутчэй безлітасны. Ну, на войне безлітасность не грех. Я тебе скажу з уласнага опыту. На войне там был порядок, где солдаты боялись командира более, чем немца. У такого командира все. И задача выконана, и груди в органах. А люди? Что люди? А люди? У могил? Ну, ведаешь, на войне с гэтым не лечится. Ну, будь здоров. Всего наилучшего. Слухай сюди. Ось ти кажеш, люди. А я пам'ятаю такий випадок. Под Витебском судили одного молодые такие, Ванька взводный, лейтенантик. Ну, батарею отступали, напереди рачулка, треба знайти брод. Я мог дурню послать кого. А он пошкодовал. Той пораненный, той хворый, той плавать не умея. Ну и пошел сам с ординарцем. Брод знайшов, перебрался на другий бок, а там немцы. Ну и сцапали раненого. А у яго картой маршрут. Так и накрылася батарейка. Лейтенант, правда, вырвался с полону, праз тыдзень приходит. Тут, вядома, и спекся. А як же? Вот табе и пошкодовал людей. Просто ён дурань, гэты лейтенант. Вось именно дурань. А вы не прокурором были? Старшиней трибунала. Чего? Военного трибунала. А что это вы здивляетесь? Да так. Ты, мабуть, думаешь, трибунал – это порушение законности? Теперь так можно лечить. Модно реабилитовать, модно валить все на суддзяў, и никто не задумается, у імя чаго яны ўсё тое рабілі. Старались, выконывали, не досыпали, не доедали, ездили на передовые, трапляли под бомбежку. У імя чаго? Может, у імя перамоги? А як же? Что ты думаешь? У ёй няма и нашей пайки. И великая эта пайка. А что, малая? А я и не думаю таить.
хто я і што я. Я паступаў паводле закону. Калі што, можна падняць архівы. Там усё на лицо. Оформлена і зацверджена. Я грахоў за сабой не лічу. Можна запытаць сослужыўцаў, начальства. Бывала, прыеду ў полк, пачот і павага. Камандзір полка першы чэсць аддае. Хоць я і капітан, а ён падпалкоўнік. Ось як. Ну, давай яшчэ па адной. Война, брат, безлітасная справа. Там цвёрдая рука трэба. На смерть никому не хочется идти. А что ж, сознательность? Сознательность у газетах. А тут примусить трэба, каб боялись. Скажите, Горбатюк? Ну? А того не могло здариться, что хто колючи засудженых вами теперь реабилитованы? Ну и что ж? Зусім магчыма, реабилитованы с Богом, я всецело долучаюсь и подтрымливаю. А вы не боитесь с таким вот споткаться на улице? А чего мне бояться? При чым тут я? Тады были одни законы, теперь іншыя. Да и не сустрэнуцца. Яшчэ не сустракаліся. Значит, что? Усіх да вышэйшых? Чему усіх? Не усіх. Разбирались. Да не, ты помыляешься, дорогие. Это теперь развели демократию. Готовы усіх сволочей реабилитовать. Презумпция невиновности, доказы, балбатня, это скажу тебе. Коли что, и он все так перекрутит, что ты хоть узнагародживай его. Тут треба почуття мець, нюх. Правда, у меня в око было наметано. Я, бывало, на такого зерно и насквозь бачу. А доказы — десятое дело. Доказ, коли треба, на кожного можно собрать. Вось так. Окно можно закрыть? Девчата просят. А ну, отчините. Не вы отчиняли, без вас и зачинять. Да девчата замерзли. Вы не понимаете? Замерзли, хай дома сидять. В ресторане я и в монастырь со своим уставом не ходить. Ну, знаете. Игорь, ходить. Мы пойдем уже. Нам уже не холодно. Зараз пойдем. Ну, покинь. Да ё... Ай, ну покинь. Бачу, что робится. Блазнюк. Молоко на губах не обсохло, гляди ты, нахабство кольки. Распустились разумники. Як ты в войну, старейший, который молчит да винится. А трапится лейтенантик только из училища на губах пушок, а уже философию разводит, то зброя ему не тая, то загад неправильный. Скажите, Горбатюк, а вы забили на войне хоть одного фашиста? Я? А навошта? Навошта мне было их забивать? Это не моя справа. У 20-е стагоддзе полное разделение працы, у тым ліку и на войне. Кому бегчу в атаку, кому стрелять с гарматы, кому летать у небе. А другі всю войну просидел за столами у штабах, або варив сталь. У кожного своя справа. А вашей справой, значит, было судить. Ну и что ж, судил? Несчастных за полон, командиров за неузяцце вышынь и вёсак, лейтенантов за размовы, за выдуманный контакт с ворогом, за ночлег у одной вёсцы. Здаралась, а карали за это. И теперь вы не раскаиваетесь? Учи! Орлы! Дали жару! Дали, сволочи, лепшие экипажи угробили! Значит так, дали будете сами, мы повертаем контратаковать, а вы дали лековки! Это 8 километров, ясно? Ну, ясно, не ясно, ничего не подпишешь! С собой я вас не возьму, сами разумеете! Тут оставаться не раю! Значит так, старший, ось гэты капитан! Капитан Сахно! Капитан Сахно! Ён поведе! Здорово. Чего же Цьомару нет такого, старший?
пёс ці д'ябал, нібы насміхаецца з мяне, але чорт з ім, хай вядзе. Камандзіраў, на жаль, не выбіраюць. Паглядзім, як прывядзе. Так, усе тут? Трое тяжелых у хаце. Чаго гэта ў хаце? А ну всіх сюды. Ёсць. Тут двое, а дзе трэці? Там! Не варта чапаць. Гэта чаму? Чаму? Без надзеі не даходзіць. Василевич, а ну давайте по третьего. Я не могу. А коли раз не могу, я загадываю. Што яго браць? Памірае чалавек, што яго мучыць? Не ваша справа. Берите пораненого. Ой, деточки, вы лихонько, куды ж вы яго? Я уже такі слабы. Пастарайся, цётка. Дайце акуратна. Ён ужо замерзне, згіне, у яго ж баці ёсць месце. Ой, Натя, ухудайся, ўсё цяплей будзе. Василевич, младшой, яшчэ не адмарозіў сваю кульцю. Дык адмарозіш, чакай. І гангрэна яшчэ насядзе. А ну, рвані. Хоць корчыцца. Ой, што ж вы робіце? Што вы рвяце мою одежину? Каб вам руки оторвала, ноги попереламала. Ой, замаўчыце, вам не ўсё роўна. Таго шкада, таго не. Нялюдская ты баба, нялюдская лайдачка. Моя свитка, что ты наробила? Младшой, во, натягивай рукав. Так, тепло и мягко будет. На морозе дякую скажешь. Дякую, Ну, усе собраліся? Усе. Вот что. Без майго дазволу ў хаты не заходзіць. Кожны адказвае за сябе, за суседа таксама. Пораненых не пакідаць, чтоб там не пагражала. Насельніцтву залішне не давяраць. Да ўжо ж. Калі ў выпадку прыпячэ, жывымі не здавацца. Ясно? Ясно. Зброя ёсць? Ёсць. У каго няма, я памагу. Пытанні будуць? Ясно. Не на лекцыі, хутчэй трэба. Гэта не лекцыя, гэта загад. І я патрабую яго выканання. «11:30 з вас. Ага. Коли ласка, з мяне половину. А вы что, не разом? Не разом. Фиг, так разом оплатить. А ну сядите, я разберусь. Ну и товарищ у вас. По милицию побег, зараз провядзе. Посядите з нами. А, сядайте, коли ласка. Сядайте. Ось сюди. Сядайте. Дякую. Ледь не побіўся з Ігорем. Ён ваш сослуживец, ці был однополчанин? Однополчанин. Сволоч ён. Придраўся, нібы я ягоныя планки сорвал. А я не бачу яго ніяких планок. Не ў планках справа. Ладно, чорт з ім. Хай вядзе. Давайте лепш выпьем, а? А то посадят яшчэ. Будзе добра. Гэта здорово. Я буду тебе носить перадачи и горочек. Медовый месяц у турме. 15 суток более не дадут. Ну, дык узялі? Узялі. Ёсць маленький повод. Мы з Эрнай женимся. Да. Вось як. Ну, віншую. Дякую. У гадавіну перамогі, так сказать. По сямейнай традыцыі. Як дзеці военных бацькоў. У Эрны генерал-лейтенант, у мяне просто лейтенант. Невялічкая розніца, правда? Амаль ніякай. А дзе ж ваши бацькі, лейтенанты? Ці вы без іх? На жаль, без іх. Лейтенанты далёка. Яе под Харковом, а мой у Демянску. На вечнай прапісцы. Ну дык салют. Ну что ж, за ваше счастье, лейтенантские дети. Ось і добра. Толькі той дурань вечар сапсаваў. Да нічого, гэта не самое горшее. Вон милиционер ідзе, гляди, які бравы. Ось, коли ласка, п'яные, нахабство, хулиганство, урэшце палітычныя выпады. Вон той. Так,
Попрошу названных громадян пройти за нами. А мы? Вы можете заставаться. Не, коли забирать, дык усіх. Я яго одного не отпущу. Ну, що ж яны сведкі, калі ўжо весці дык разам. Ну, сведки вы не набивайтесь. Вы мне так само откажете за сневагу. Ах, за сневагу. Ну что ж, я готовый. Пошли. Пошли. Прошу. Младшой, тебе друг клича. Юра, ну что ты? А? Сядь. Я разумею. З нами возні. Самим столькі бяды. Юра. Але, знаешь, не кидай. Дуже прошу. Что ты, друже? Я... То чорт з ім. Але маці у мяне, ведаеш жа, не перажыве яна. Ну что ты, Юра, ну и что ты? Знабіць, халера. А наогул мне лепш. Лепш? Я цяпер адчуваю, выжыў. Учора, прызнацца, думаў, хана. Выбрацца б толькі. Вернемся, Юра. Тут уже недалеко. Во, немец поможет. Яшчэ ёсць двое здоровых. Ты не турбуйся. Пистолет. У тебя есть? Ах, нема. На, возьми. Ну, возьми, хай будет. Так, а ну открывайте манатки и марш отсюда. Куды марш? Навокал немцы. Туды, уперед, до своих. Сынок, Так, что такое? послухай мяне. Там не міны там, чуєш? Ну? Надоючи немцы раскладывали. Сам бачив. Ага. От тут акурат грузовики стояли, а яны по полі разносили. А где край минного поля? Что? Где обход? Будешь показывать? Так а хіба ж я ведаю? Спярша дык бачыў, сынок, бачыў. А пасля яны мяне у горад завезлі, каб іх халеры возіла. А колькі яны тут наклалі, дык д'ябал іх ведаюць. Так, раненых покинуть, пленного шлепнуть. Хотят ставить. Немец пойдет с нами. Юрку, молодшего лейтенанта так само возьмем. Только при умове, что ты его понесешь. Побудь. Друг, ты ж подсобишь. А я что, конь? Юра, ну, як ты? Да так, ничего. А чему стрелы были? Юр, ты можешь як-нибудь... Берися за меня руками. Якраз тільки тобі і нести. Ефрить, а ну, подсоби. Jawohl, ein Moment. Браточки, что ж вы робите? Не кидайте меня, прошу вас, я ж командуючого возив. Я його особистим шофером був. Ён з вас душі повитрясає, сволочи. Ви чуєте, я не дарую. Я шофер командуючого. У мене військова тайна. Я тайну маю. Ось что будет с кожным паникером и нытиком. У меня рука не встряхне. Так, пойдем в разминное поле. Ну, ширей шаг. Что? Ты в своем розуме? Не ваша справа. Я з вами не жартую, я загадываю. Зрэшты, калі хто не згодны, гаварыць адразу. Для того я знайду іншае выйсце. Падшые вы к дьяволу! Вы нас погробите и раненых! Ці вы звар'ятели! Я выконваю загад. У армии полагается выконваць загады. Апроч праз міны дороги у нас няма. Немцам живыми я вас не покину. Чому ўжо немцам? Калі пакідаць, так абавязкова немцам. Подрываемся. Подорвется один, наперед пойдет другий. А вы як думали? Ну, кто перший?
Калі так, хай фрыц їхні міни, няхай па іх і топає. Фрыц цябе завядзе. Так, танкіст. Дык я Что? Ось так. Бери палку и шагом марш. Так. Дистанция 50 метров. За ним пойдете вы, Василевич. И худцей не взорвешься. Мы скеровываем степ. Начинается поземка. Я старанно крочу по танкистовых следах. За мной идет Катя. За ёй, согнутый под тяжелым нелегкой ноши Юрки, идет немец, Сахно замыкая пятерку. Внутри у меня все покутно напруживается. Ідеш, як палязе бритвы. Увесь час трэба углядацца пад ногі, каб ступаць след у след, след у след. А вочы міжвольна імкнуць наперад, туды і да танкіста, дзе невядомасць і смерць. На перамечаным снегавымі пасмамі доля сапраўды дзе-нідзе старыя сляды. Аднак яны ледзьве прыкметныя. Іны ўсе ў снезе. Выдатная маскировка. Ужо добра адышоўшыся ад дарогі, танкіст спыняецца і, паколупаўшы палкай, вывальвае на снег нешта круглае. Гэта міна! Не чапай! Не чапай! Марш уперед! Протитанковая! Сирей круг! Ни черта тут няма! Такую вашу мать! Куды завел? Куды ты нас завел, Молчать! Вперед! Вы вперед! Я вперед! Меня гонишь, а тебе боязно! Не хочется помирать! Малых деток шкода ласковой жаночки! Молчать! Вперед! Я вас зараз... Ты, душегуб! Думаешь, я боюсь? За себя дрожу! Догоняй, гад! Мама! Катя раптам зрываецца з месца. Бягом яна абмінае мяне, дасягае воронкі і без секунды развагі кідаецца далей. На шэрым затрясеным зямлёй і гараю снезе пролягае роўны шнурок яе свяжутка белых слядоў. Што яна робіць? Без палкі, не збіраючы дарогі, нават не азіраючыся, яна хуткім крокам і подбегам без усялякай асцярогі шыбуе па снезе да недалёкага ўжо кургана. Быццам ёй вядома, што там конец минного поля. И мы идем по их следах. Мы мусим идти. Замираючи серцями, стригоццям у ногах кожну секунду, чекаючи вибуху. І здається, чути. Катя підбігає до кургана. Спиняється. Повертається до нас і стоїть. У всій її маленькій постаті докор і виклик. По полю от нас, нібито з погибелі в життя, тягнеться слабенький і вирятувальний ланцюжок слідов. Разминировано! Куди далей? Василевич, вперед! Вперед! Дистанцию, дистанцию тримаю! Катя! Катюшенька! Катя! Упавши перед ёй на колени, я охапаю ее за плечи, потом за талию и раптом разумею ноги.
с посеченного осколками валенка льется на снег теплая кровь. Другого валенка зусім няма. Няма и ноги до колена. Страшный, раструщенный выбухом, мокрый черепок. Geflecht! 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 Ist gut! Bistro! Bistro! Ist gut! Ты рады? Ты рады? Ты этого хотел? Замолчи! Бери Катю! Живо! Катя, ты что переписать? Тебе треба. Пусти. Катя, пусти руки! Ну вот, не дается, капитан, что робить? Катя, что ты робишь? Ты что? Соромишься? Катя, Ён, нехай немец перевяжет. Хай Ён перевяжет. Так, кон, перевязать. Ja. Худший. Ну, у чым справа, хто растлумачыць? Товарищ лейтенант, яны зневажали меня, апроч таго планки, хотели... Мы уже чули. Скажите вы, товарищ. Что сказать? Планок у его не было. Во всяком разе, я их не бачил. Тихо. А вы что скажете? Я долучаюся до товариша. На жаль, не ведаю його прозвища. Так, ну тогда будем писать. Правильно пишите. По порядочку прошу. Прошу вас першим. Прозвище, имя по батьку. Васильевич Леонид Иванович. Так, год народжения. 1924. Далее, прошу вас. Ковалевич Игорь Петрович. 1934. 34. Далее вы. Тяслюк Виктор Семенович, 38. Вы? Фогель Эрна Дмитриевна, 42-го года. А вы что, Светка? Не, яна ни при чем, яна ни при чем. Я при чем, пишите Так мне, она пишите. что, значит, не ображала вас? Не, яна не. Да пишите, я еще ображу. Что такое? Так, Фогель Эрна Дмитриевна. Эрна Дмитриевна. 1942 года. Так. Записали? Ну? Теперь скажу. Вы негодник. Вы чуете? Вы негодник и провокатор. Безобразие. Я боюсь. Я не боюсь. Ваше счастье, что их у вас не было. Я бы их сама порвала. Сама. Вы чуете? Товарищ молодший лейтенант. Замолчите. Вы бачили? Яны пьяные. Яны усе пьяные. Я попрошу записать прамые выпады. Урады узнагороды есть акт советского урада. А яна что сказала? Я попрошу все записать. Я не дарую. Я эти узнагороды заслужил у боях. Ну не все, что блещет на грудях у боях, заслужено. Сволочь ты, Горбатюк. Тихо, что за грубости? Ну, молодые люди, ну что ж вы? Ну, по какому праву вы облаяли этого громадянина? Я по праву фронтовика. А вы, молодой человек, по какому праву? По праву сына фронтовика. До речі, ведаем таких сынов. Ну, але ж вы, мусить, фронтовик же так само. Так точно. Гвардии майор запасу. Ну, таки что вы, як дети, гвардии майор? Фронтовики, ну ці варто зводить старые рахунки у такий день. Ну, может, что и было в войну поміж вами, ті ж варто такое успоминать. Миритесь, давайте с Богом. На вот и протокола писать не будем. Не, пишите. Нет, Коли я мы подумаю. тут опинулись, дык усё. Пишите. У нас не просто сварка, мы принципово. Киньте вы, ну какие тут принципы? Завтра проспитесь, и так самим же соромно будет. пьяные. Ну, тогда просто злые. Молодые, злые. Мы не злые. Мы за справедливость. Справедливость, это похвально. А чему ж тады вы зняважили гэтага дядьку, гэтага громадянина? Да ён же вам у бацькі годится. Да не про мяне гаворка. Я просил записать. Яны зрабили выпады. И я еще раз буду повторять. Какие именно выпады? Выпады. Выпады, вы разумеете, какие? Хлусня, этого не было. Не, было. Было.
Я не могу тут при всех повторить, что он сказал в ресторане, але я напишу. Стоп. А Светки у вас есть? Я Светка. Я человек особливого доверу. Это достаткова. Вы помыляетесь. Вот это как раз недостаткова. Чув, не тыя часы. Ты трохи спазнился, Горбачук. Ну что ж, магчыма. Твое счастье, я спознился. А то б я зламаў тебе хребет. Не таким ломал. Шкода мало. Не усим засталися. Ах ты, гад! Я тебе зараз. Спынитесь. Ах, вы безобразие. Это безобразие. Дайте мне начальника. Я буду скаржиться. Да кольки улезе! Мертвяк же не может, к труп. Смердить они выносят. А ну, Маша, сюда. А вы, Васильевич, застаньтесь. Вас мы оформим. Ну, давайте. Что, не зразумело? Давайте. Давайте, очистите помешание. Ну? Ладно. Счастливо, идите. Счастливо. Пробачьте. Дайте вашу руку. Да что там? Не бойтесь. Да, глупство, я не боюсь. Я. Счастливо вам. Фронтовички подали приклад молоді. Ну что, пригожа? Ну что? Ну, теперь я разберусь с вами. Мабуть, годину я ходжу вокол привокзальной площади и не могу успокоиться. Над городом глубокая ночь. Площадь незвыкло пустая и великая. Ровно и дремотно горать у горы шары ліхтаров. Пустують на бульвари лавки, на тролейбусным супинку нікого. Пусто и на стоянце такси. Треба супокоиться. Пора супокоиться. Ничего, по сутности, не здарилось. Гнался за одним негодником, трапил на другого. Ну что ж, хіба їх усього двоє на світі. Кольки їх сустракалось раней, и, видать, еще сустранится в будущем. Протокол? Глупство, что мне протокол? Пополохают, не болит. Что они из меня возьмут? Мабуть, не посадить. Як бы там ни было, я ни об чем не шкодую и ни в чем не каюсь. Правда, я не перамог. Ён прийшов не зламаний, навіть не обезброєний. У партії упевненості його в своїй невиновності, видать, хопить на все життя. Это не з тих, хто хвореє от опеков сумлення. Все життєві здольності этого человека развивались только у напрамку пристосовальництва. Болевый початок задушил все остатние. Життєвим принципом для его стала сила. У кого сила, тому не потребна правда. Гэты конек неблаго вывозил его в житті, и покаўзнуўся ён хіба што у 50-е годы. Але и теперь такие не тратить подлинной надеи на зворот до ранейшего. Бачите его, разошелся в гневе, уже с дверей кричал милиционерам: распустили народ, демократию развели, опытных работников шальмуете, чакайте, припече, покличете. Неведомо, ці выжил у этой войне Сахно. Хоть такие люди не вельми пераборлівыя ў сродках, живучие.
І калі здарылася, што ён застаўся жывы, я ўпэўнены, ён зноў той жа. Всё жыццё ён удасканальваўся ў адным рамястве, прымусе, і на іншае проста не здольны. Я ведаю, сустрэча з ім мне таксама не прынесла б радасці. Ён з пароды Гарбацюкоў, і 10 гадоў для іх перавыхавання за вельмі малы тэрмін. Спектакля «Мёртвым не баліць» паводле аднайменнай аповесці народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкова. Рэжысёр-пастаноўшчык Валерый Анісенка, гукарэжысёр Людміла Латушкіна, рэдактар Уладзімір Дзюба. Ролі выконвалі Васілевіч, народны артыст Беларусі Павел Дубашынскі, Сахно, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан, Гарбацюк, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Анатоль Жук, капітан, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў, адміністратар, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Наталля Качаткова, Кротаў, артыст Александр Гарцуеў, Юрка Стралкоў, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Віктор Манаеў, Катя, артыстка Алена Унукова, камандзір, артыст Александр Шароў, немец, артыст Юрый Аверьянаў, гітарыст, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Сергей Журавель. У астатніх ролях былі заняты артысты Віталь Кастальцоў, Александр Суцкавер, Зінаіда Паўлоўская і Александр Курловіч. Год запісу спектакля 1990.